Ну, дайте себе год не бегать за очередной победой, там, покупкой и так далее. И понять, кто я, что я люблю. Никто в Якутске суши не будет кушать, ты что? Это многие открывают там, где вообще нет рынка. Там токсики, когда как ее хейтят там. Огромное количество людей сейчас об этом думают. Все же знают, что мы в матрице живем, да? Я как бы понимаю умом. Мы живем как роботы. Если бы я не захотела, я бы сюда не пришла. И, честно, думал, буду спрашивать про лидерство, управление, туда-сюда. Это всегда страшно. Просто это надо выключать. Всем привет, меня зовут Джилустан Табун, я бизнес-консультант и основатель консалтингового центра Focus Pro. Наш подкаст больше не про бизнес-процессы, потому что мы поняли, что для быстрого развития бизнеса недостаточно улучшать бизнес-процессы. Нужно еще рассмотреть часть ментальную, это как себя мотивировать, как искать эту мотивацию, как себя окружать нужными людьми, как находить такое окружение, как думать, как правильно думать, в какую сторону целиться, как мечтать и много таких тонких моментов. И для этого мы не хотим там запускать всякие мотивационные курсы, допустим, это наша часть бизнес-процесса, но все равно хотим помочь для аудитории, которые хотят развивать бизнес, именно советами конкретных людей. И поэтому мы решили приглашать конкретных гостей с бизнес-результатами, которые готовы поделиться своим опытом. И сегодня мы пригласили Марию Спирит, основательница Ям-Ям, Соул ресторан и магазин Оливка. Привет, Мария. Привет. Расскажи про свою историю вот с самого начала, как все начиналось, почему решила бизнес, взлеты, падения. Вкратце. Ну, вкратце расскажу. Мне уже 37 лет, я занимаюсь бизнесом уже 13 лет, наверное. Вот, я закончила, как обычно, там школу отлично, потом поступила в университет в Питер, юрфак, да, работала юристом, дошла до начальника и поняла, что мне этого недостаточно. Ну, я в Якутск переехала, чтобы бизнес открыть, но сначала нужно было работать, потому что денег не было, вложений не было, ничего не было. Вот, и дошла до начальника юруправления, юристом была, и поняла, что я хочу заниматься бизнесом, потому что я видела потолок зарплаты, так сказать, да, и для меня этого было недостаточно, потому что мои желания стоили намного дороже. Вот. И когда я в Питере жила, на тот момент мой парень, да, потом стал мужем, занимался общепитом, работал. И я увидела, что в Якутске у нас ничего такого нету. Он в найме работал? В найме работал, конечно. Вот. Мы все студентами были. И я решила открыть бизнес в Якутске. Тогда не было ни одной доставки в нашем городе, в нашей республике. И я решила открыть здесь. Вот. И 13 лет назад открыла первую доставку Ям-Ям. Все пошло-поехало. Хотя, конечно, были и хейтеры. Там даже мама не верила. Но мы решили, и оказывается, в Якутске все любят суши. Вот, и пошло-поехало, открыли потом первый ресторан Будда, потом Алоха, потом Чердак, потом вот сейчас Соул у нас работает. Могу сказать, что общепит, вот сейчас могу сравнить с тем, что я магазин открыла где-то 10-8 месяцев назад, и вижу, что реально общепит решает, там очень много оборота, ну, много чего интересного. Но магазин мне тоже нравится, вот недавно открыла, да, это больше как будто для меня, для души. Ну, как девочка, я всегда любила вот красиво одеваться. Мне нравится покупать товар, мне нравится, когда люди радуются тоже, находя в Якутске, в маленьком городе, да, классные вещи по классной цене. Вот, кратко, если рассказать вот так вот. А потом, помимо этого, когда я закрыла все свои базовые потребности, благодаря бизнесу, да, там, поездила по всем странам, которые хотела, купила все, что я хочу, да, поиграла во все бренды, все, что можно, сделала. Купила квартиры несколько там, сделала ремонт, и все красиво. Я такая подумала, а что? Что дальше? Что дальше? Я же неужели родилась, чтобы вот это все и все, но стала там мамой и так далее. И тогда я пошла искать ответы на вопросы, искала везде, в основном в обучениях. Так я дошла до коучинга, до менторинга, еще пошла дальше, уже духовность и так далее. И сейчас это... Вот у меня был период затишья, могу сказать, да. Ну, открывала, конечно, бизнес и так далее, но имеется в виду в духовности, где-то я перестала выступать, вот, где-то 2 года, наверное. Я думала, что уйду там во все стезя в духовность, да, но я поняла, что все-таки мы рождаемся в этом мире, чтобы сочетать духовное и материальное.
Вот, и сейчас я буду совмещать дальше, как и совмещала. Тогда у тебя сейчас в планах нету там открывать еще несколько ресторанов? Есть Хочешь? планы, есть. Есть Да, планы. есть. Но я пришла к тому, что у меня, например, очень много предложений было. Тот же Ям-Ям, он очень большой стал. Ну, мы вообще там завоевали очень большую долю рынка. Да, и у нас очень много предложений было франшизы создать вплоть до Москвы, да, потому что реально рабочая схема у нас. Вот, но я подумала, например, даже вот тут пример, да, что хочу ли я настолько вот работать и ради чего? Ради денег. Я понимаю, что если я открою франшизу, я заработаю очень много денег, да. А нужно ли мне это ценой моего сна, отдыха, времяпровождения с детьми, с подругами, моих хобби, путешествий и так далее? Я поняла, что все-таки для меня нормально это, то есть я сейчас зарабатываю столько, сколько мне надо. Да, если захочу больше, конечно, буду что-то делать, но мне комфортно, чтобы мне было комфортно. Каждый день я была в ресурсе, не пахать. Через это я все прошла вначале, мне этого достаточно, поэтому я буду это делать, когда я в состоянии, в ресурсе, по желанию. Что было вот в начале пути? Вот какие были сложности, там, Я была, преграды? как обычно, да, достигатором, синдром отличницы, перфекционист, да. Я работала просто очень много. В те времена мы все молодые были, да, там университет только закончили, все тусили, я не тусила. Я работала там с 8 утра до 2 часов ночи, я даже с огромным животом ходила по своему ресторану, работала. У меня скорая реально забирала 3 раза и ставили диагноз переутомление, потому что у меня и маленькие дети были, и куча позиций с бизнеса, там финансы, там бухгалтерия, все, там маркетинг, все на мне было, например. Я не умела делегировать. Я не умела доверять людям, да, мне нужно было контролировать. Я думала, что лучше только я справлюсь. Где-то в местах я там денег, там кассы и так далее, я не доверяла людям. Вот, и дошла до вот такого состояния. Потом я поняла, что для того, чтобы что-то начать делать, для этого нужно сначала получить знания, как это сделать, да, и я начала обучаться. Тогда только начинали онлайн-курсы появляться в России на русском языке. Вот, все прошла, все, что можно. У меня суперспособность, если я могу там 5 книг за раз читать там, или 4 курса за раз проходить, одновременно имеется в виду. И вот так вот я очень много увлеклась, все это помогло, я начала силой там заставлять себя доверять людям потихоньку, что сейчас у меня, например, 2-3 часа уходит в неделю только. На работу? На одно предприятие. Общее собрание и собрание по маркетингу. Все. Тогда вот такой вопрос. Вот после создания Ям-Ям, через сколько потребовалось лет, чтобы там, относительно автоматизировать, чтобы там, уделять не так много времени с 9 до 6 условно? Это сколько? Я думаю, что это тогда зависело, вот смотрите, вот Ям-Ям, да, и, например, у меня Оливка сейчас, да, магазин. Новое направление, новый бизнес для меня, вообще ничего не понятно было. И тогда мне понадобилось, 5-6 лет, потому что, я не умела доверять и так далее, я не знала, как это делать. И сейчас в Оливке я тоже уделяю столько же времени, хотя у меня бизнес только открылся. И, потому что я уже все процессы понимаю, я знаю, как управлять людьми, что говорить им, что требовать, как задачи ставить и так далее. Вот. И это зависит не от того, что когда ты открыла бизнес, я думаю, и что ты открыла, а от того, какая ты. В какой готовности, в какой позиции ты, как ты себя считаешь, ценишь и так далее. Все равно в 5-6 лет относительно для начинающего молодого предпринимателя это довольно быстрый срок. Да. Нам повезло. Когда общепит я открывала, да, доставку открыла, в каком формате я открыла, да, в каком стиле, я всегда почему-то чувствую тренды, короче. Когда я онлайн-курсы в Якутске первые проводила, никого не было. Менторинг первый проводила. Будда открыла первый таком ресторан, который в таком, вообще в каком-то стиле, а не просто столы и стулья в каком-то ампер, да. Тогда же только такое было. Чердак открыла первый бар с танцполом, потом они все начали появляться, да. И в таком духе я почему-то чувствовала это все тренды. Я всегда угораю, что моя суперсила — это я попса. Я люблю попсу, и все, что я люблю, другие люди тоже любят, да, я люблю красоту и так далее. И поэтому мне легче было все-таки.
Да, потому что, понимаю, сейчас, например, я магазин открыла, и таких магазинов много. Но я, конечно, все-таки сделала так, что я где-то выделяюсь, где-то, да, что-то делаю. Это легче после опыта. А тогда было так, что мне везло во многом в начале. То, что вот первое, конкурентов не было первые 2 года, конечно, ты одна единственная. Ну и на растущем рынке, потому что Да. многие открывают там, где вообще нет рынка. Да. Ага. Вот. Во многом я даже благодаря своим бизнесам как будто приучала якутс чему-то. Там ходить в бары, танцевать, ходить в рестораны, наслаждаться не только едой, а красотой, там, да, доставку еды заказывать, а не самому готовить. То есть все равно. И поэтому клиентов становилось больше и больше, чем изначально. Вот мне, пожалуйста, объясни вот про эту суперсилу. Вот я вот как раз хотел отметить, что ну, то, что это первая доставка, в принципе, и Будда это тоже первый формат. Да вот почему-то уже у тебя это получается не только один раз в жизни, а вот подряд. Да. Вот что тебе помогает, как думаешь, вот понимать рынок, чувствовать рынок? Вот. Ну, во-первых, наверное, то, что я училась в другом городе, ну, многие учились в другом городе, окей, да. А во-вторых, я путешествовала, ну, не могу сказать с детства, я в первом курсе только поехала в первую страну, да, свою. Ну, я в студенчестве путешествовала все равно раз или 2 раза в год и видела мир, да, как он развивается, что бывает у других. Вот. В-третьих, все-таки у меня есть такое, что я доверяю себе. Вот что-то я считаю, и весь мир может сказать: да нет, Маша. Мне мама говорила: да никто якутский суши не будет кушать, ты что? Все дорого, все будут дома кушать. Ну, я все равно иду, да. Все говорили: что ты на ресторан открытие столько денег тратишь? Можно же попроще столы поставить и стулья, да, все равно будет хорошо. А я не могу вот так некрасиво сделать. Мне хочется... То есть все-таки я вот слушаю себя, даже если кажется, что это бред. Когда я магазин открывала, все говорили: куча магазинов, все заказывают там в интернете, да, но все равно у меня же теперь куча клиентов. Вот, и людям нравится мерить, людям нравится мой вкус. Они говорят: блин, классный магазин, наконец-то открылся, где куча классных вещей, да. И вот именно доверяю себе, своему вкусу, потому что мы же в этом мир приходим все-таки помогать создавать мир, ну, вместе там, с создателем, со всеми, да, и у каждого есть свое вот видение жизни. И если ты этому доверяешь, мне кажется, ну, это приносит пользу не только тебе, а всем остальным. Вот то же самое онлайн-курсы, да, все смеялись, кто это будет покупать, ну, покупали же очень много. Вот. И сейчас весь у нас большой рынок, да, становится. Вот. Поэтому даже если что-то приходит в голову и кажется это каким-то непонятным, если ты в это веришь, то лучше пробовать. Тогда, получается, секрет в том, что насмотренность – это путешествовать и за границей, и в центральных городах, и чувствовать себя. Да, и слушать, и идти вопреки даже иногда. Ну, часто бывает, что где наш страх, там и наш рост, и так далее. Вот. Вот у меня есть незакрытый гештальт, да, вот я вот учился в Москве, потом 3 года работал в Вилюйске в семейном бизнесе, и только потом приехал в Якутск, и мне всегда говорили, или когда я был в Москве или в Вилюйске, что есть крутой ресторан Будда, там вообще большая бешеная очередь. Да. Ага. Я хотел попасть, короче, туда. Потом был какой-то шанс, и закрылась Будда. Вот расскажи про этот формат. Я до сих пор мечтаю, но, видимо, уже не сбыться мечта. Ну, тогда в Якутске не было красивых ресторанов, никто не заморачивался, грубо говоря. И он был такой затемненный, красивый, все из дерева. Я кучу заказала буд, там буд было, не знаю, 100 штук, наверное, ручная работа, вот всякая вот огромные Будды, стена все в Буддах. Ну, вот такое красивое было. И меню такое недорогое. Кстати, все отмечали, что недорогое, вкусное, естественно, да. Вот. И такое затемненное было, кальян там был, музыка классно играла, диджей были. И реально все в восторге были. Ко мне подходили взрослые мужчины, которые предпринимали, и говорили: ты что делаешь, Маша? Почему у тебя в понедельник очередь из людей? Я не еле попал, да, в понедельник. Что ты такого делаешь? А я стою такая маленькая девочка и такая: ну, просто красиво сделала.
А тебе в то время сколько было? 23, где-то так, наверное. 23? Ну да, Это что-то такое. столько времени, что ли, прошло? Да-да-да. Ага. Вот. И Ага. я говорила, просто красиво сделала. Вот. Ну, всем нравилось, да, вообще все восторги. Многие, кто до сих пор реально не попал в те времена. Ну, нам пришлось закрыть, потому что решили какой-то закон поменять, что нельзя алкоголь продавать в жилых домах. Через 1,5 года они обратно поменяли. Ну, короче, какие-то игры у них были. Вот. Ну что, мы ушли, открыли другое. Ага. Хорошо. Теперь я хочу больше вернуться к теме духовности, ментальности, да? Ну, допустим, есть женщина, и она как достигатор по жизни. И когда она слишком в работу, в карьеру, то страдает семья, потом она уходит больше в семью, в личность, а потом уже страдает работа. И, короче, есть постоянное ощущение не там, не сям, и нету 100% счастья. Да, вот что рекомендуешь в таких случаях? Ну вот, да, я тоже искала ответ на этот вопрос долго, можно сказать, да, я работала там и с психологами, и с коучами, и с менторами, к разным попадала, к которым даже очень сложно попасть, там, обучалась у самого Брайана Трейси, лично с ним общалась, да, я искала тоже ответы на вопросы, их у меня очень много, начиная от смысла жизни, заканчивая, что там за смертью и так далее, вот, и я пришла к тому, что очень важно для, вообще человека, в основном для женщины, я же женщина, я изучаю это, да, потому что мужская природа немножко мне непонятна где-то местами, да, а женская мне понятна, и оказывается, очень важно именно соблюдать, чтобы тебе было хорошо, то есть свое состояние. Вот ты хочешь сегодня работать, ты идешь работать. Ты сегодня не хочешь работать, то есть важно, чтобы вот здесь и сейчас тебе было хорошо. Да, конечно, есть вещи, которые нужно делать, да, потому что ты хочешь в будущем там что-то, грубо говоря, не есть сладкое, чтобы не быть толстым, да, например. Вот, они тоже есть, присутствуют, потому что ты взрослый человек, да. Но в моменте вообще обустраивать свою жизнь, работать именно над тем, чтобы тебе было каждый день хорошо. А не пахать, чтобы каждый день убивать себя, чтобы в будущем через год, через несколько лет что-то там получить. И ты себя убьешь, к этому придешь, и ты такой, и что ради этого я убила несколько лет жизни? Зачем? И именно вначале это сделать мне было очень сложно. Это как? Это вот я еду на работу, и я не хочу работать сегодня. Я так вот не хочу, и все. Я, в принципе, могу себе позволить, но я не могла именно ментально себе позволить, да, как это. Я думала, все это на мне держится, как без меня там все нет, оказывается, нет. Да, и я просто заворачивала, снимала номер в отеле, потому что у меня дома дети, да, например. Я валялась весь день, смотрела всякое, ела всякое, потом с подругами встречалась там, и так далее, да, то есть потом я вообще ходила там, танцевала, хотя в нашем возрасте типа не положено, да, тусить и так далее. И оказывается, даже я реально, вот, например, я учредительные получаю каждую среду. И я реально смотрела, если я классную неделю провела, их больше. Даже если меньше работала? Да, меньше работала. Это какое-то волшебство, может, всем покажется. Но реально это так. И я поняла, что когда я в таком состоянии нахожусь, я могу там прийти и за час столько рассказать своим работникам, что и у них задача там на полгода вперед. Да, то есть идей много, ты это все видишь по-другому. А когда ты вся в этой работе, там, суете, там, никаких идей, ничего ты не видишь, да, ты уже как будто спускаешься и пытаешься что-то решить, да, а ты такая приходишь, то хоп-хоп-хоп, там все ноют, ты такая, все, успокоились, там, все хорошо, идем дальше, да, вот, например. И как будто так. И теперь это мне легко говорить, но вначале было сложно, вот заставлять себя, потому что в какой-то момент я в эту идею поверила, кучу доказательств собрала, потому что, я еще такие эзотерические темы же изучаю, хожу там и так далее. Вот, и там тоже узнала про то же самое, все мои проводники про это говорили и так далее, короче, да. И вот решила проверить на себе. Сначала было сложно, сейчас очень легко. Сейчас я, наоборот, бывает такое, что я могу забыться, и что-то я начинаю там, что-то себя заставлять делать. И я такая, что ты делаешь, не заставляй, да, например. И проблема может сама по себе решиться. Конечно, есть куча вещей, которые нужно делать, да, это тоже, но это не так прям. Вот, например, я спортом занимаюсь, потому что мне это нужно. Да, я, например, не хочу ехать в зал, но все равно еду, понимаю, потому что, я хочу быть, например, здоровой старушкой. До конца жизни быть здоровой, там, заниматься своим активной, походой там, и так далее, да, вот. И тут тоже вот баланс надо понимать, где-то нужно, а где-то
хочу, то есть этот нужно. Тут баланс получается больше вот хочу в моменте, да, и нужно для будущего своего. Ну, то есть не слишком 100% думать нужно и не 100% про хочу, а что-то вот баланс находить. Да, именно, да. И, например, ты понимаешь, что вот про здоровье, да, много нужно может быть, да, про питание там может быть много нужно, хотя я тут тоже нарушаю, да, или там про работу ты оставляешь только то, что вот прям нужно. Есть вещи, которые не нужны, это просто остается для достигаторов, контролеров, они вот прям думают, что они нужны, они там даже не нужны. Даже работники без тебя могут лучше справиться, нежели с тобой, потому что ты их напрягаешь, что ты там не можешь, там, ты же не можешь быть спецом и в бухгалтерии, и в финансах, и в маркетинге, и везде, да, а ты нанимаешь спецов, ты им доверяешь, но ты им их направляешь. Ну, они работают. А вот это подходит только для женщин или для мужчин тоже? Ой, честно, не знаю, да, но мне кажется, для мужчин тоже подходит, но мужчины разные бывают. Но говорят, что мужчины балдеют, когда им плохо. Вот у вас надо спросить. Ну, я просто встретила мужчину, который похож на меня. Именно, да, тоже духовностью интересуется и бизнесом, и все вместе. Поэтому я не могу по нему судить. А по другим мужчинам, если посмотреть, то не знаю. Я здесь скажу свой комментарий, да? Или даже в наблюдении свои. Вот я об этом очень много думаю, потому что я же бизнес-консультант, и мне нужно дать консультацию, а работай больше или наоборот делегировать, да? Вот. И бывает так, что можно вообще неправильно рекомендовать, например, да? Если реально человеку нужно расслабиться, нужно меньше работать условно. И потом я понял, что нету 100% правильного решения, но стандартного решения уникального для всех, но есть в зависимости от человека и от текущего состояния еще может быть, да? И я вот что понял. Можно бизнес упрощенно разделить на материальный и нематериальный. Например, торговля стройматериалами – это более материальный бизнес. Там строительство тоже более материальный бизнес, где важно качество материала условно. А вот общепит здесь не важно сколько грамм порций и так далее, важнее ощущения, эмоции и так далее. Женская одежда тоже больше эмоциональная часть. И вот там очень важна энергетика нематериальная. Вот если здесь реально нужна энергия, очень важна энергия владельца, основателя, и он должен быть реально всегда в ресурсе, да? А вот в материальном бизнесе там, условно, сколько-то сантиметров, метров туда-сюда, и там больше дисциплины, иерархии и так далее. И мужикам вот здесь, и классическому мужику, который больше такой жесткий, здесь нужно строить дисциплину. И забыть про состояние внутреннее и так далее, условно, да? Условно, чтобы даже все успевать и так далее. А в нематериальном бизнесе там реально даже если пашешь и так далее, но нету энергетики внутренней у основателя и у руководства и так далее, там все может вообще в тартарары пойти. Там очень много творчества, потому что... Да. И мне кажется, все-таки зависит от этого очень сильно. Многие, когда уже у них есть довольно стабильный большой бизнес, и зарабатывают, допустим, больше миллиона, говорят, нужно чувствовать себя, энергетику. А в самом начале они все абсолютно были достигаторами. Кстати, сегодня мы обсуждали эту тему. Я сегодня на свадьбу иду, макияж делала, и к ней хожу уже 10 лет, да, к Нине. И мы обсуждали, она говорит, вот я смотрю, а к ней же ходят все успешные женщины нашего города, она очень хорошо делает макияж. И она говорит, вот я наблюдаю, есть половина достигаторы, которые вы все, еще говорит, вы все дошли, да, до чего-то. И, говорит, половина – это у кого были очень большие проблемы. Долги, насильники, родители какие-то, вот так вот. И вот так идете, говорит. Возможно, да, я тоже знаю, что многие вначале достигаторы были, потом они многие доходят до вопросов, кто я, кто ты, да, и доходят до какого-то баланса. А некоторые так и остаются в достигаторстве, да, устают, прогорают, и начинаются бизнесы закрываться и так далее. Хотя, казалось бы, успешные на тот момент. Вот. И сейчас я наблюдаю, что люди, в принципе, кто какой-то духовности дошел, смотря по моим ученицам, они могли... У меня очень много врачей, учениц, да, было, и так далее. И они, когда дошли до такого уровня, что и духовность, и какие-то базовые потребности закрыли, и они уходят в бизнес. И тогда у них даже там сразу баланс начинается. Оказывается, это возможно. Но, видишь, они уже в возрасте.
то есть 30 плюс, 40 плюс, вот в таком возрасте, они какого-то вот баланса в жизни достигли. И когда такой человек начинает бизнес, то и баланс, в принципе, кажется, изначально возможен. Ну, я по их работе вижу. Вот, я-то начинала в 20 лет с достигаторства. Вот, в принципе, это возможно, потому что вот важно же с собой работать в первую очередь. И почему это важно, например, да, все думают, о чем говорите, все внутри важно. Так мы же вот создаем свой мир, и никто это слово не понимает, вот никто не понимает слово. Все услышали, это как будто вот роллы суши, да, такое слово, да, заюзанное, все там знают, да, и создаем тоже слово, никто не понимает в реале. Поясни, пожалуйста, я, видимо, тоже не понимаю. Ну, они это слово все говорят, да, мы творцы, мы создатели, вот это, да, и никто не понимает саму суть. И получается, люди вот куда-то бегут, пытаются там какие-то навыки приобрести, там чему-то научиться, тут учатся, что-то делают, пытаются что-то сделать, да, и ничего у них не получается. Ну да, в бизнесе они не зарабатывают денег, потом подходят, скажут, ну как у тебя получается, ты же не так работаешь много и так далее, да. И вот реально, вот когда ты вначале останавливаешься и начинаешь над собой работать, и у тебя внутри начинается твоя картина мира меняться. Ну, грубо говоря, я всегда привожу самый грубый пример. Да, вот женщина думает, что все мужики козлы. И она реально встречает таких. И вот реально рассказывать истории мне. А я так не считаю, например. Я росла с мужчинами, я обожаю мужчин, у меня 2 сына, дедушка, папа, там вообще обожаю мужчин. Я вот, например, когда развелась, я реально встречала каждый раз какого-то хорошего мужчину. И все таки где ты таких добрых, хороших находишь? Их же нету, да, типа на рынке. Вот. И потому что я считаю, и мой мир такой, и вот мы же все же знают, что мы в матрице живем, да, и как будто, грубо говоря, как игра, да, грубо говоря, и мы создаем мир, и вот таких мы людей встречаем, таких видим, такие ситуации у нас создаются. И вот вопрос, а почему, если у тебя проблемы, например, в деньгах, там, в бизнесе, да, не в первую очередь не заняться там какими-то навыками, пытаться какую-то программу суперскую установить, там, узнать что-то, а вот остановиться и подумать, а же какие вот, как ты видишь этот мир, что тебе в этой картине мешает вот это делать. Возможно, ты думаешь, что, чтобы денег заработать, надо пахать, как я раньше думала. Вот что я видела, как мои родители на 11 работах работали. Я когда-то в Новый год получила 11 подарков. У меня родители вдвоем инженерно-строительные работали вдвоем на 11 работах. Вот я видела, как они засыпают над чертежами ночью, как они много работают, да. И я реально думала. И кто-то пришел, я помню, мой дядя, и просто мне кипу денег дал. И я подумала, а что, так можно? То есть моя картина мира начала меняться. Благодаря там какой-то работе, я в Питере работала в компании, где я была юристом, и все учредители меня любили, потому что я с ними ездила по всем их делам, и они мне рассказывали про богатую жизнь. И я тоже такая смотрю, а так можно? Так можно? То есть, да. И вот моя картина мира начала меняться тогда. И почему человек, когда он встречает проблему, он и пытается эти проблемы решить, если он может остановиться и свою картину мира внутри поменять, да, найти ответы внутри. И реально это вообще как будто волшебство. Иногда происходит вообще... Ты иногда думаешь, блин, это что вообще? Ну, разговариваешь со Вселенной, да, вообще, что за подгон? Или там, я поняла, все поняла, я больше так не буду делать. То есть, да, уроки мы получаем. То есть это очень интересная вещь. И когда ты такие знания получаешь, то есть когда я это все поняла, там, про душу, предназначение, я такая, вот оно что. И теперь, когда есть такие знания, ты видишь ответы на все вопросы, то есть получаешь. Для меня что-то непонятное. Я, видимо, вообще здесь в ноль. Поэтому можешь базово объяснить, что ты имеешь в виду? Ну для вообще чайника, вот про да, душу, чайника. предназначение. Ну, я как бы понимаю умом, видимо, не могу, как сказать-то. Ну, короче, не понимаю. Да, вот я про это говорю, что многие слышали эти слова, да, мы все слышим это чуть ли с детства, во всех хороших фильмах, книгах там бывает, да, про это, что мы там сами творцы и так далее, да, но человек изнутри это не понимает. То есть, вот смотри, когда я проводила встречи, например, про души, вообще про душа, ты знаешь, у человека есть душа, да, и рассказывала, какие они бывают, как это все происходит, да, которые я получила во всех разных знаниях и так далее, люди начинают плакать, потому что это истина. Потому что они такие, я так и знал. То есть вот тогда они реально начинают понимать. Я также поняла, когда
ну, как будто вот наш мозг, он так устроен, что он, когда какие-то вот маленькие знания приходят, он не понимает, картина не рисуется. Вот мы творцы. Все люди об этом знают, но никто сути не понимает. А можешь вот рассказать в примере, например, из твоих знакомых учениц, например, было так до, а потом стало так, и как она вот это, ну, трансформировалась? Так, ну прям... Ну, не говорить имя, просто вот, допустим. ну да. Очень часто бывает, ну, кстати, не часто, но бывает такое, что она две крайности. Или она пашет и все тащит семью на себе, и мужик там лежит, бухает и так далее. Да. Или наоборот, она ничего не делает, что мужчина зарабатывает, она сидит дома с детьми и ничем не занимается, и у нее нет заработка. При этом, например, у нее То нет... есть или состояние родителей, или ребенок, да? Да, Либо что-то такое, да, и бывает такое, и такое. И, например, и у них нет любви. Ну, просто мужчина там может бить, там, изменять, да, что очень часто, кстати, в нашем городе почему-то, да, и так далее. И вот это все происходит, и женщина не может уйти, дети, ипотека и так далее. И ее урок, вот, например, да, скорее всего, уйти вот это через, ну, уйти от этого мужчины, например, да, и научиться вот именно быть опорой себе, то есть научиться самой зарабатывать, в том числе научиться доверять миру, то, что ты уходишь в никуда. То есть слушай свое сердце и можешь уйти в никуда. Сколько я знаю девушек, которые типа ушли в никуда, но решили выбрать себя, и мир им такие подгончики дал, там, в виде там, разного. Ну, главное, чтобы человек вот именно научился опираться на себя, да, например. Вот такие уроки бывают. Видишь, у всех разные. У кого-то там научиться доверять, у кого-то там, наоборот, ценить любовь там, и так далее. Очень много разного всего. Я здесь хочу добавить, я вот и чувствую, и наблюдаю, что по моим наблюдениям человек сильно меняется примерно, ну, где-то в 15 лет, ну, подростковый период, 25 лет, когда он должен определиться, ну, с мужем, с женой, там, рожать, не рожать, там, карьера и так далее. Потом в 35 лет, когда он уже доходит до какой-то точки понимания себя, это, ну, в карьере, там, еще дальше что делать, там, до старости, например, да, и потом в 55, когда уже дети выросли, и человек уже все потребности закрыл и не понимает, зачем жить до 100 лет, условно, да. И вот есть такие конкретные вот точки, ну, плюс-минус у всех по-разному, кто-то пораньше, кто-то попозже, например, да, и в 35 лет многие из этого сами трансформируются и меняются внутри. Из-за этого у них семейные отношения тоже или меняются, или они разводятся. Ну, плюс-минус в 35 лет. И сейчас, возможно, ты видела вот статистику в демографии в Якутске, ну и в России тоже, вот поколение 33-35, их больше всего. То есть огромный демографический всплеск в 2,5 раза, чем другие поколения. И вот огромное количество людей сейчас об этом думают. Вот. Кто я дальше, зачем я, с кем я, с этим мужем, либо с другим мужем. Вот. Очень много таких наблюдений, и мне кажется, вот будет, и сейчас есть уже вот трансформации такие. То есть человек должен определиться, куда, зачем, почему. Вот что бы ты советовала, вот, допустим, условно 35-летней такой женщине, которая вот думает, вообще она вот запуталась, короче, куда, зачем. Ко мне такие приходят, я сама такой была, да, ну, естественно, в первую очередь начать с себя, понять, вот остановиться, все остановить, вот вообще все остановить, ну, просто делать какие-то обычные рутинные вещи, да, и разобраться. Вот не бегать, ну, дайте себе год не бегать за очередной победой, там, покупкой и так далее, да, и понять, кто я, что я люблю, для чего я родилась, что я хочу. Вот не то, что я хочу в будущем, да, неважно это, потому что это может меняться каждую минуту. Я вот не могу сказать, где я буду через год. Ну, где захочу, там и буду, а я не знаю, что я захочу через год. Но вот важно вот сейчас именно, что я хочу. Все вот привыкли сейчас думать о будущем. Я вот уже начала понимать, раньше я же говорила, желания надо исполнять, да. Сейчас я вижу, что люди становятся рабами своих желаний, а потом они их там какой-то вообще прям зарабатывают, едут, там, покупают, и такие, и что? А важно именно, оказывается, вот в свою жизнь, вот каждый день, вот сегодня, да, я сюда пришла. Если бы я не захотела, я бы сюда не пришла, да, и не заставила бы себя ради там рекламы, сколько раз я отказывалась, да, вот, и так далее.
И вот понимать, что вот мне приносит радость, какой завтрак, с кем я просыпаюсь, с кем я живу, в каком доме я живу, какая у меня кровать. Вот такие вот мелочи, да, какая у меня работа, какая у меня кружка, извините меня, да, пить, красиво ли мне оттуда пить, каким я спортом занимаюсь, какой у меня хобби. То есть вот сейчас определить, что тебе важно, и начать туда путь. Допустим, мне очень сложно определиться, кажется, что... Нет, это легко, если начать с маленького. Все прям хотят начать понять предназначение и так далее, да? А пойми ты сначала, ты кофе любишь или чай? Да, хотя бы так. Ешь то, что ты хочешь. Я всегда девочкам говорю, вот захотели вы манго в Якутске зимой? Так достаньте. Может, докажите, может быть, да? Есть же поставщики всяких киви, манго и так далее. Хотя бы хочется с базовых Да, потребностей. и тогда начинает... Вот смотрите, когда мы не понимаем, почему мы не слышим себя и не понимаем. Потому что наша душа, грубо говоря, на нас обиделась, она уснула. Потому что ее никто не слышит. Мы живем как роботы. Как эго вот живет, эго, да, и мы живем как роботы, и едим, куда-то идем, все куда-то, все идут за машинами, за квартирами, да. Вот, все кто-то сказал круто, и все идут. И потом никто счастья там не находит. Женятся не за любимых, потому что это выгодно и так далее. Не разводятся, живут не с любимым и так далее, грубо говоря, да. Рожают детей, когда как они не хотят их, да. И вот так далее, потому что так принято в обществе. И никто не счастлив. А когда ты понимаешь, вот начинаешь в маленьких вещах. Вот я хочу сегодня с подругами идти. Ну, не важно, что у меня дети, пусть они посидят с дедушкой, с бабушкой или с папой, да. Вот посидят, пусть идите. Я хочу отдохнуть всего. И ты идешь, а не думай опять о других людях, да. И душа начинает просыпаться. Меня тут начинает слышать, и она начинает, и громче звук, его голос ты слышишь. Прям. А потом ты уже слышишь, как будто это отдельный звук. Шучу, конечно. Ну, то есть, хотя бы для начала, еда определиться, а потом уже одежда, а потом уже там... досуг, да. Ага, потом уже... Вот хочу, вот бывают же такие, все привыкли общаться. Я наблюдаю в Якутске, такой у нас маленький город, все с детства дружат. И вот они привычно общаются с этой компанией, когда как там токсики, когда как ее хейтят там, говорят, у меня тоже такие разные знакомые раньше были, и я со ними, со всеми прекратила общение. Вот лучше, я реально помню тот момент, когда я лучше буду реально одна, чем с такими людьми общаться, которые обсуждают других, осуждают там и так далее, да. Я помню, вот и реально все ушли, но пришли новые, которые вот именно с ними мне комфортно, как дома. Вот. И даже так убирать из жизни людей. Вот не нравится тебе твой начальник орёт, скажи, не ори на меня, и все. Я вот реально работала, и у меня такая была финансовый директор в Питере в большой компании. Я одна вставала и уходила. Даже мой начальник сидел и все выслушивал. А я такая, а что я должна? Ничего не говорила, вставала и уходила. И она мне успокаивалась, звонила, говорит, Машенька, подойди. И там разговаривала со мной, как миленькая, чай наливала. То есть ты себе позволяешь вот так вот или не позволяешь? Да, и вот так вот решать. Не нравится тебе работа, уйди, грубо говоря. И вот так вот апгрейд, и ты уже... Классный совет. Короче, начать с малого. А то все хотят сразу понять предназначение. А предназначение, оно нету такого, что прям... Да, бывает у проводников, да, если ты, родился помогать людям, именно в какой-то там учить, там, что-то делать, да, трансформации проходить, окей, ты понимаешь к этому и в основном приходишь, да. Потому что эти люди уже с детства тянутся к этим знаниям. Это я с детства такая, книги определенно читала, там, людям тянулась, шаманов искала с самого детства, да, вот. И у меня такие тяга была, потому что я знала, в ту сторону шла. А когда ты можешь быть, не обязательно же все проводниками рождаются, а ты рождаешься обычным человеком, чтобы обычную жизнь прожить и какие-то обычные уроки пройти, да? И не обязательно вот это вот предназначение тебе быть слесарем, а тебе быть там кем-то программистом, да? Именно предназначение это вот именно по пути души, да? Вот ты захотел чему-то научиться, и ты уходишь, и твоя жизнь выстраивается, что вот так вот тебя, например, может вот так вот закрыться, и ты идешь, и не обязательно какая профессия. Предназначение вообще не профессия, да, а именно предназначение это жить в кайф, чтобы тебе было хорошо. А чтобы тебе хорошо было, что надо? Свои проблемы решать. А что такое свои проблемы решать? Это уроки свои проходить. Твоя душа довольна, ты умер и заново. Все. Для меня так. У меня такой вопрос. Я вот, у тебя очень сильная душа в твоими терминами, да? Не сильная? Никак не знаю, короче. И вот откуда у тебя это
появилось как-то, вот сама сейчас наблюдаю, слышать, у тебя и с самого детства по-любому было сильное желание там учиться, потом там карьера, да, потом бизнес. Вот откуда все это? Вот именно условно на 10 лет раньше, чем другие, например, да? То есть именно вот откуда вот эти амбиции, энергия, вот откуда это все? Ну вот я сейчас скажу, да, там есть типа градации. Да, но я не буду про это все рассказывать. Есть там цвет и так далее, иерархия чуть-чуть, да. Но на самом деле это понятно с самого детства. Я даже по своему старшему сыну вижу. Да, например, вы сейчас себя узнаете, что вы развитая душа, если вы очень быстро обучаемы. Да, с детства. Вот просто мне неинтересно было в школе учиться, потому что я это, понимала за минуту. Да, когда все как прям тянулись долго. В РК только мне классно было учиться. Да, и мой сын 2 года уже сам читал, я его вообще не учила, сам читал, да, видно по этим людям, да, что они уже столько раз прожили, что они уже на автомате это обучаются быстро, да. Они, во-первых, всегда ищут какую-то справедливость, вот у них такое, в детстве вообще я так справедливость искала, что по голове получала. От учителей тех же, да, и так далее. Вот такие дети тоже, вот мой старший вообще копия меня, да, тоже ищет справедливость, это несправедливо, да, и так далее. Но это про внутреннее, да, снаружи, может, не видно. Я всегда в детстве понимала, что я какая-то другая, то есть я себя ощущала немножко белой вороной, то есть мне не интересно было то, что всем интересно в том плане, то, что там при времяпровождении, да. Я иногда думала, что я приемный ребенок в семье. То есть вот так вот. И в школе как-то мне было неинтересно там, да, и искала своих. И было ощущение всегда, что я ищу своих каких-то людей, непонятно. Было такое, что я на звезды смотрела и прям плакала, потому что мне казалось, что там у меня где-то дома, а я вообще где-то непонятно где, да. Вот такие странные вещи. И тяга к эзотерике с детства. Потому что ты понимаешь, что вот материальный мир – это не все. Я с детства всегда знала, что ты умираешь, ты не умираешь, то есть ты живешь дальше. Это даже не искала ответ на это. Я просто знала. И вот у этих душ знания такие определенные. Ты как будто это знала, но потом ты пожила в обществе, и ты забыла, потому что тебе сказали: Маша, такого не существует, Маша, нет такого, ты с ума сходишь. И вот так вот, и ты такой в обществе живешь, и такие тебе говорят: нет, не так, нет, не так, нет, не так, да. Я даже вышла замуж, потому что надо было, не по любви, да, тогда. И так далее. И ты живешь так, а потом ты начинаешь вспоминать себя. То есть, грубо, эти знания. И ты такой: блин, я же с детства знала. Вот, и когда вот ты так понимаешь все-таки, а потом это подтверждение я получила, конечно же. Вот. И эти люди всегда, кстати, тянутся друг к другу. Они общаются в одном обществе, они куда-то тянутся. Они часто бывают знаменитыми какими-то там теми же блогерами, да, и так далее, потому что у них задачи уже какие-то более расширенные, там, какие-то такие: людям помочь, людям показать, быть примером и так далее. И они выбирают какие-то такие, могут профессии выбрать, чтобы что-то показать, да. И вот так разные примеры. И душа выбирает, там, даже может умереть рано. Да, но вот там Виктор Цой, да, родился, все его там любят до сих пор, да, молодым умер, да, сколько таких звезд, да. Ну, иногда там даже бывают другие обстоятельства, конечно, но бывает так, что они выбирают вот такое вот. Ну, не всегда, а иногда могут быть втихушку все что-то делать. А что делать родителю, если он понимает, что ребенок, ну, не сказать, что мега крутая душа у ребенка, да? Ну, и не мега слабая, например. Ну, и середнячок. Не слабая. Развитая или новая? Допустим, и ребенок, ну, по оценкам там средний, и хочет, чтобы ребенок более развитый был. Ну, в чем? В обучении? С развитой душой или не знаю. Ага, с душой. Ну, любой же родитель хочет, чтобы ребенок был развитый. А развитая душа, что ты имеешь в виду? Обучение, что ли? Ну, не знаю, вот. Что он будет счастлив? Ну, и счастлив, и, не знаю, там, душа, богатство, карьера. Богатство? Разве, если, развитая душа, он же живет так, как хочет. И не обязательно это не про богатство и не про успешное обучение. Тогда, если человек изначально пришел с какой-то душой, его не исправить, короче, да? Ничем. То есть не улучшить. Или как? Я что согласен. Мы как раз разные вещи говорим. Ты говоришь про какие-то навыки. Да, наверное. Да, но это же другое. А именно жить как по душе, это же совсем другое. Ты можешь быть очень маленьким дурачком, ничего не понимать, не иметь образования, ничего не иметь, но у тебя там что-то другое может быть, понимаешь? Там дело не в этих навыках, профессиях, деньгах, успехах, понимаешь? Ну, может, тогда не в навыках, а в воспитании или, не знаю.
Ну, все, например, про воспитание, да, я не очень люблю говорить, потому что я еще не увидела результат своего воспитания своих детей, да. Но мне примером было, кстати, одно что-то плюсом, да. Например, мой сын занимается футболом, фанат. Он уже чемпион республики 5-кратный, по-моему. Вот. И просто фанат. И мы поехали на сборы. И там они начали старшакам проигрывать. И это для них первые проигрыши в жизни. Да, они все такие... У них вратарь просто ушел с ворот, потому что слишком много голов забивали. И все растерялись, кроме моего сына. Он начал всех гонять. Он встал на ворота, хотя он полузащитник, потому что никто не хотел, всем страшно было. И я вижу, и даже отцы, которые там были, они такие смотрят на него, и все в шоке. И они понимают, что видят, что мне на самом деле пофиг, как он играет. Я стою и говорю, давай. Но мне не важно, плохо он играет, хорошо играет. Мне нравится то, что ему это нравится. И папа его возит туда, мы вот эти возим туда-сюда, да, деньги вкладываем, время. Главное, не деньги, а время же. И они увидели и научились. Они в тот же момент перестали на своих орать. Ну, на какое-то время, наверное. Да, то есть они видели, что результат, вот они орут на своего сына. Бей, или чего стоишь? Вот так вот, да. Они прям хотят, чтобы он хорошим футболистом стал. Там прям водят на другие, да, и так далее. И у этого ребенка страх. Страх, что папа не так оценит. Я лучше буду стоять, ничего не делать, чем опять не так сделаю. А у моего сына нету страха, потому что его никто не оценивает. Да, мама, ну что скажет, проиграла и проиграла. Он просто пришел и поплакался, что проиграли, был злой, да, и все. А видишь, ну как бы мы даем им просто быть и поддерживать то, что им нравится. Искать. Например, младший мой пока не нашел то, что ему нравится. Да, мы ищем. Там пойдем туда, сходим, пойдем туда. Может, ему ничего не понравится. Ну, окей. Да, именно принимать детей. Но не могу сказать, что прям вот, не знаю, посмотрим, какими детьми вырастут, да. Но для меня важно, чтобы они счастливыми выросли. Я им не говорю, вы должны быть там успешными предпринимателями, вы должны там ям-ям продолжать, да, и так далее. Я им не говорю. Но, например, мы им сразу сказали, у вас в Москве по одной квартире, все на этом. Дальше, что хотите, то и делайте, да. И они знают, растут, что у них есть там квартира, их ждет, да, и они сами решат, что делать. Понял. У меня тогда, я понял, что спросить. Ну, у ребенка полтора года, и, ну, мы видим потенциал, он как-то, ну, может, это субъективное мнение, но кажется очень умным, веселым, энергичным. Каждый родитель так думает. Вот, и как веселее всех, там, энергичнее всех кажется, да, и умнее всех кажется нам тоже, вот. И допустим, у него, как ты сказала, развитая душа, допустим. И что нам, ты бы советовала, как родителям делать, чтобы он также развивался? Или, наоборот, что-то не делать? Ну вот принимать, не требовать от него ничего, не сравнивать его с другими, вот не ожидать. Я жила, например, я отличница, да, я умница, во всех олимпиадах побеждала, и всегда родители от меня ожидали побед, вплоть до того, что я 2 место займу, такие... 2 место, да. И вот и это так сложно было. И до сих пор, ну, сейчас уже прошло, да, что у меня вот это ожидание, от меня родители ожидают. И это хуже всего. И я даже потом поняла, что меня-то, ну, конечно, родители меня любят, но, безусловно, это любил меня дедушка. Вот он не спрашивал, какие у меня оценки, что я заняла, ему вообще не важно. Ой, моя внученька пришла, иди сюда. И он даже ничего не спрашивал. Я знала, что он меня любит. К любому человеку такая любовь нужна. А тебя любит вопреки всему, вообще не за твои заслуги, да, не за твои оценки, не за твои победы. Вот. И, ну, ребенку тоже это нужно, чтобы его любили. Даже если он перестанет быть таким умным, да, станет каким-то там другим, да, тоже любить его. Ну, вы видишь, вы его очень ждали и очень любите, наверное, чем других детей, другие родители, да. Возможно, он поэтому такой общительный. Но видно тоже по детям, вот по своим я вижу, да, что они тоже супер общительные, лидеры там, потому что они не боятся, что их вот за это что-то. Классно. Спасибо, Мария, за советы. Мне кажется... Не совет, а поделилась опытом. Я не раздаю советов. Да. Поделилась опытом. Я, честно, думал, буду спрашивать про лидерство, управление, туда-сюда, а ваш с другой стороны. Простите. Не, наоборот, мне кажется, это очень важная часть, которую, ну, многие предприниматели упускают. Ну, и многие управленцы тоже упускают. И когда человек отвечает на эти вопросы,
то все остальное Да, легче. гора, прям я чувствую, прям гора с плеч была. Да. И потом любые проблемы ты встречаешь по-другому. Классно. Дай, пожалуйста, ну, может, не советы, а советы идем плохо, да? Ну, именно 3 ключевых мысли, которые тебе помогли в определенное время принять нужные решения. Ну, во-первых, вот сейчас я понимаю, что вот смотрю на свое прошлое, и везде я шла через страхи какие-то, какие важные решения, да, вот, и продолжать идти. Да, например, люди думают, что если это будет их предназначение, судьба или что-то такое, типа не страшно будет. Да всегда страшно. Просто это надо выключать. То есть разговаривать с собой, да, например, я уходила с работы с найма, я себе успокоила, вот ты уйдешь, не получится у тебя бизнес, да, ну разве тебя с такими твоими дипломами, с твоим опытом, разве обратно не возьмут на другую работу, да, что ты теряешь? Если, во-первых, кстати, такое есть упражнение, которое вот поможет людям, да, вот когда есть проблема, ты думаешь, вот ты останешься на улице без ничего, без людей. Я представляла вот с 2 детьми, да. И почему-то оказалось, что никто с тобой не общается, ни родители, ни друзья, ни семья, да, вот даже. И разве в этот момент ты не справишься с этим? Разве я не пойду уборщицей работать, да, куда-нибудь что-нибудь там делать, чтобы своих детей прокормить? Да, сделаю же все равно, я же не буду стоять и плакать. И вот редко такие ситуации, наверное, в жизни людей бывают, да, и дойти вот до абсурда, что ты на улице стоишь без ничего, и разве с этим не справишься, значит, ничего не страшно. Вот, и во-вторых, вот это, как я начала, про ресурсное состояние, да, следить за этим каждый день, не забывать, конечно, даже я, потому что я практикую над этим, не потому что я гуру, а делаю, да, забываюсь и вспоминать, и прям вопреки всему не идти, отказываться, там, не общаться, раз нужно, да, не делать этого и так далее. Вот. И в-третьих, искать ответы на свои вопросы. Как можно не искать? Себя, вот я прям... У меня 2 дня было такое, что как-то скучно стало жить, типа, у меня слишком все хорошо, типа, такого было, да. И, конечно, жизнь меня сразу показала по башке, да. И я потом такое думала, я такая, вот почему люди смотрят сериалы, да, подумала. Потому что им своих эмоций в жизни не хватает. И они это забивают сериалами, сплетнями и так далее. Разве не интереснее свою жизнь строить, чтобы не до сериалов было? Я не говорю, что сериалы не смотрите, не прямо уж уходить в них, да, вот, все. Классно. Спасибо, Мария, что пришла к нам в гости, поделилась своим опытом. Мне кажется, многих вдохновило, и многие найдут ответы на свои вопросы. Будем дальше приглашать интересных гостей. Пишите в комментарии, кого вы бы хотели слушать в следующих выпусках. Обязательно постараемся их пригласить. Также следите за следующими выпусками. Часто будем делать такие же подкасты. Подписывайтесь, ставьте лайки, там колокольчики и так далее. Ждем вас в следующих выпусках. Спасибо, Мария. Пожалуйста. Спасибо вам за приглашение.